Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Так, мои дорогие, немножечко прошу вашего внимания. Объясню, что это за карточки. На этих карточках написано мое имя. Я не только гадаю на песке, но также я гадаю и на картах, и на воске, и на других оракулах. Я столкнулась с проблемой воровства в интернете. Люди мало того, что воруют, так они еще, прикрываясь моими видео, скажем так, оббирают, просто оббирают. Последние отбирают у нуждающихся. Я на данный момент сама гаданий не делаю личных. Возможно, чуть позже я вернусь к этой практике, пока на самом деле совершенно не хватает времени. Об этом я обязательно напишу, я сделаю анонс, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Эти карточки я сделала для того, чтобы помешать ворам, так скажем так, разместить под своими именами мое видео. Как бы все они все равно не заклеют. Вот. Но надеюсь, вам это не будет мешать смотреть мои видео. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События будущей недели. Что вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что ждет меня в течение следующих 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Так. Слушайте, большой праздник, гулянка, веселье, что-то будете отмечать, где-то вы будете веселиться. Здесь какое-то мероприятие очень такое интересное. Будьте аккуратны, будьте бдительны, потому что рискуете лишнего либо скушать, либо выпить. Но веселье будет какое-то прям пир горой, я не знаю, что-то интересное. Вас туда позвали, либо в ближайшее время позовут. Причем такое, знаете, предложение долгоожидаемое. То есть вы уже ждете, вы уже надеетесь, что вас туда пригласят. Знаете, я вижу общение с людьми у вас заладится, вот прям как пойдет всю неделю. Вы в позитивном настроении, вы открыты к общению, люди вас не раздражают, наоборот, вы столько много нового узнаете, столько много всего интересного узнаете, помощь идет от людей. Помощь, кстати, не только словесная, но и физическая. Будьте готовы к тому, что у вас и дома, и на работе, и в окружении вашем, соседи, знакомые, все будут вам помогать. Знаете, такое вот стремление к тому, чтобы помочь, к тому, чтобы что-то сделать хорошее, важное, полезное для вас. Мои дорогие, я вижу, что и вы в долгу не останетесь, вы также будете помогать, но я вижу, что вы человек очень такой обязательный, и вам захочется сделать, например, в 2 раза больше, чем сделали вам. И знаете, вы рискуете попасть в такую ситуацию, что вы с кем-то прям завяжетесь в этом споре, да, кто больше, кто лучше. Не стоит этого делать, потому что есть риск того, что вы, например, на благих нотках и разругаетесь. Поэтому лучше делайте соответственно тому, что человеку нужно. Да? Ему нужна подсказка, подскажите, нужна какая-то помощь, помогите. Не более того, не пытайтесь все проблемы этого человека взвалить на себя и все порешать. Я вижу, что у вас будет высокий уровень энтузиазма, вы будете стремиться именно к той ситуации, чтобы все для всех сделать, порешать, выполнить, осуществить, но больше задумайтесь о своем окружении, о своей семье. Если вы в паре, в браке, ваш мужчина очень нуждается в вас, даже не столько, например, в вашем участии, да, в содействии к чему-то, а именно в разговоре, хорошем,
добром разговоре, в том, что вы скажете: да, я тебя люблю, я тебя поддерживаю, ты мне любой нужен, и вместе мы там справимся со всеми неприятностями и трудностями. У вашего мужчины какая-то хандра наступает. Возможно, вы уже замечали за ним какие-то изменения. Он мог становиться грустный, без причины, каким-то закрытым, унылым, отворачиваться, любить одиночество, да, вернее, уходить в одиночество. Какие-то сожаления, какие-то воспоминания, что-то вот, знаете, как это ерундистика с ним происходит. Это у него, скорее всего, кризис среднего возраста, он чувствует, что он стареет, либо он чувствует, что он дожил до определенной какой-то вот точки невозврата, да, и типа ничего не добился, либо добился сравнительно мало по сравнению с окружающими, да, либо его знакомыми. Человек очень нуждается в добром, хорошем слове, очень нуждается. Еще раз говорю, ему может быть 20 лет, ему может быть 30 лет, ему может быть 70 лет, вот. То есть как бы он, в хандре, хандра вот на него напала, и нужно, чтобы вот вы, именно вы ему поддержку дали. Ему нужна именно поддержка. Ему не нужны какие-то вот там: да ты молодец, да ты классный, да у тебя все получится. Нет, ему нужно слышать, что он нужен, что он хороший, и что для вас он хороший, и что вы всегда рядом будете с ним. Если вы не в паре, если вы не в браке, если вы там с кому-то присматриваетесь, либо с кем-то познакомились, и человек вам интересен. А здесь пойдет обратная ситуация. Там человек будет прям таким петухом ходить, будет пытаться себя показать во всей красе. Причем он рискует в этом своем рвении немножечко не попасть в цель. Да? Человек превратится из приятного собеседника в какого-то вот наглеца, который будет там хвалиться направо и налево и пытаться там метать бисер, да, пускать пуль в глаза. Вы знаете, реагируйте адекватно событию. То есть, если человек действительно перегибает палку, вы прямо ему в лицо так и скажите. Если вы видите, что человек старается, а он будет стараться, вы прямо ему скажите, что нет, я ищу себе нормального человека, адекватного. Я вижу, что ты замечательный, я вижу, что у тебя есть как плюсы, так и минусы. Мне приятно с тобой, ты мне интересен такой, как ты есть. Хочешь произвести на меня впечатление хорошее? Окей, пойдем куда-нибудь погуляем, пойдем куда-нибудь пообщаемся, да, что-нибудь вместе сделаем. Только так я могу понять, какой ты на самом деле. И когда люди совместно что-то делают, да, они раскрываются. Просто, знаете, я такую ситуацию вижу, что да, девушка немножко скромная, да, девушка пытается отмалчиваться, да, понять, кто с ней вышел на связь. А мужчина наоборот, он пытается эту прекрасную девушку не упустить, да, и начинает вот именно действительно вот петушиться рядом с ней. Хотя на самом деле он достаточно там спокойный, скромный человек. То есть такой страх, да, вот первого свидания, либо первой встречи, либо разговора первого, да, как бы сохранить это все, как бы приумножить, как бы так очаровать эту девушку, чтобы она влюбилась и сразу стала моя. То есть такой момент происходит. Вот, так что разговаривайте. Не бойтесь говорить то, что думаете. Это залог вашего успеха. Причем вы можете использовать этот совет не только в общении в личном, но и на работе. На работе у вас здесь кризис намечается. Но кризис не ваш, а кризис в коллективе, либо кризис на вашем рабочем месте, в вашей компании кризис. То есть там какая-то паника случится. Причем паника случится из-за какой-то ситуации. Либо ситуация с клиентами, либо с поставками, либо с отгрузками, либо даже проверка какая-то может быть. То есть какая-то паника, какое-то состояние, все нас закрывают, все пропало, что же теперь делать. Да? И вы, главное, не поддавайтесь на эту панику, а постарайтесь, наоборот, включить свой здравый разум. Он у вас присутствует, и он у вас силен. И постарайтесь всех успокоить по возможности, да, в своем окружении успокоить, разобраться в ситуации, попытаться решить, адекватно решить. Потому что если я просто так вижу, да, что если вы попадете на эту всеобщую панику, вас закрутит в этом водовороте, там куча неприятностей будет, куча там страшных мыслей, что все, что же теперь делать, где искать новую работу. Успокойтесь, выдохните и поймите, что эта ситуация идет именно вот какой-то психологической, да, психической нестабильности. На самом деле все по-другому. На самом деле все решится благополучно и для вас, и для компании. Главное пережить вот эту неделю, потому что в неделе вот прям какие-то и вести будут приходить нехорошие, могут и разговоры какие-то сложные будут вестись. Так что не надо расстраиваться и не нужно поддаваться панике. Кстати, у вас, вот если вы работаете с клиентами, с людьми, возможно, попадется какой-то сложный клиент, который, как говорится, всю душу из вас вытрепает. Человек будет требовать повышенного внимания, человек
человек может даже дерзить в каких-то ситуациях, но вы держитесь вот как стеночка будете, да, вот как об стеночку, чтобы не сорваться, потому что для вас этот человек идет как проверка вашей выносливости, проверка вашей стабильности и проверка вашего профессионализма. Знаете, этот человек, он высоко оценит ваше спокойствие и обязательно об этом скажет. Мало того, вы еще можете какую-то дополнительную комиссию либо награду получить от этого человека. Либо этот человек порекомендует вас очень состоятельным людям, да, которые, ну, соответственно, сделают вам очень хорошую кассу. И вы поймете, вам это уроком будет, да, насколько это выгодно быть таким, знаете, сухим профессионалом, который, ну, непробиваемый человек, да. Это очень хорошее качество и очень хороший навык для вас. Так, еще по деньгам. Я вижу, что деньги у вас идут, но я вижу, что и кто-то за вашими деньгами идет. Здесь, может быть, вы получите зарплату, придется там оплачивать какие-то расходы, может быть, погашать кредиты, может быть, где-то по каким-то обязательствам платить. Либо кто-то придет и скажет, вот так ручку подставит, скажет: пожалуйста, помоги, мне так нужны денежки. Кстати, детки могут прийти тоже вот так сказать: мамочка, папочка, вы же обещали, давайте денежку там. Я вижу, что у вас какие-то вот расходы идут. Расходы двух направлений. Одни ожидаемые, да, то есть это как ежемесячные, а вторые расходы это как незапланированное что-то. Но я вижу, что вы потянете и то, и другое, расстраиваться не нужно. Вы, кстати, в эту неделю как-то спокойно вообще отнесетесь к деньгам. Знаете, как будто бы вот прям, ну, как надо, да, то есть вы не будете расстраиваться из-за того, что вы кому-то что-то отдаете, вы не будете расстраиваться из-за того, что у вас мало остается. Наоборот, вы даже вот, может быть, что-то такое придумаете, интересное, интерактивное, да, где вы можете с удовольствием потратить эти деньги, получить вот прям море удовольствия, может быть, куда-то даже сходите с семьей, либо со знакомыми своими, то есть веселье я вижу, веселье, которое не обременительное, а наоборот, вот прям отдых души и тела идет. Покупки вижу в интернете. Вот кто-то в интернете будет что-то покупать, либо заказывать, либо желание заказать, купить в интернете. Смотрите, мои дорогие, здесь все пройдет хорошо, но до вас доставка может подвести. То есть, если вы что-то планируете купить в срок, то лучше делайте на несколько дней раньше. Прям на несколько дней конкретно раньше. С доставкой что-то может быть не так. И знаете, ничего доказать не сможете. Да? Приедет ваша покупочка, все с ней будет хорошо, но позже загаданного срока, либо, да, срока, который вам озвучили. Вот такой момент происходит. Здесь троечка у вас вышла. Троечка говорит мне о том, что 3 человека связаны какой-то одной целью, одной мыслью, одним каким-то бременем, да, будут придумать какой-то выход из сложной ситуации, какой-то мозговой штурм будет происходить. И знаете, у вас получится, и вы сможете договориться, вы сможете все порешать. У вас там неформальный лидер образуется, и этот лидер, он, ну, будет как мама и как папа, да, все на себя возьмет. Главное, что я хочу сказать, что вам ни в коем случае нельзя переходить в наступление, вам нельзя кричать, вам нельзя оскорблять, вам нельзя входить в состояние ссоры. Дискуссия хорошо, спор хорошо, но ссора нет, ссора нельзя. Особенно если это касается каких-то семейных вопросов, да, вот именно семья. Ну, либо близкие коллеги, друзья. То есть ни в коем случае. Прям запретите грубые слова, и если кто-то в вашем присутствии, да, такое себе позволит, то вы сразу блокируете этого человека, да, пресекаете эти все поползновения. Иначе здесь, знаете, тут как двоякая ситуация. Либо вы договоритесь, и вы порешаете все самым благополучным образом, либо вы уйдете в какую-то глубокую ссору, где вы просто разругаетесь, разобидитесь и разойдетесь по разным углам. И дело останется нерешенным, то есть ничего хорошего не произойдет. Так, я еще вижу женщину, которая в ваш дом напросится с каким-то, я не знаю, там, тортиком, пирожками, не знаю, что-то она принесет, какое-то угощение. Будьте аккуратны с этим угощением, потому что угощение куплено в каком-то неадекватном месте, либо приготовлено из какого-то просроченного материала, да, из каких-то просроченных продуктов. А женщина в курсе того, что она покупала дешево, и она догадывалась о том, что это может быть плохо. Вот, тут риск такой — отравиться всей семьи, да, животом потом мучиться. Поэтому прям таки
Если что-то подозрительное, лучше откажитесь. Лучше не постесняйтесь, расспросите эту женщину, из чего делала. Она вам честно скажет, потому что у нее совесть нечиста, она прям, ну, по ней будет видно, что она где-то схитрила. Еще раз говорю, либо что-то дешевое купила, либо что-то сама приготовила из продуктов, которые, например, просрочились, да. Вот, ну, и она такая, типа, ну, пронесет, да? Причем пронесет и в прямом переносном смысле. Женщина, ну, несерьезная немножечко в этом плане, возможно, вы уже даже ее ругали за это, но, как говорится, ей не зашло. Дальше я вижу у ребенка, маленького совсем ребенка, будьте аккуратны, у ребенка либо, вот, я не знаю, то ли аллергия может пойти, не дай бог, либо комары могут покусать, да, вот, насекомые, да, прям позаботьтесь про эту тему, если вы ездите на дачу, если вам предстоит какая-то поездка на природу, в лес, прям озаботьтесь, что ребенка могут покусать. И опять же таки смотрите за ребенком, что он кушает. И опять же таки детки маленькие могут сорвать всякую там травку, муравку, да, которая может вызвать аллергию. Там очень опасны в этом плане борщевики. Вот кто знает, то это просто беда. А деткам же, ну, не прикажешь, да, особенно если маленький ребенок, прям глаз да глаз за ребенком. Видите, вот мама над ребеночком стоит, да, прям должна обязательно позаботиться о ребенке. Не доверяйте там бабушкам, дедушкам. Я не против бабушек, дедушек, но знайте, что мама, папа – это первые вот ответственные за ребенка и за его здоровье, за его жизнь, за его судьбу. Будьте очень аккуратны. Дальше я вижу, у вас идет какой-то соблазн на какую-то покупку очень дорогую, но вы себя сдержите. Вот в эту неделю не нужно тратить деньги на какие-то дорогие покупки. Если очень хочется, просто дайте себе время, что я подумаю, да, и потом решу. То есть там, дайте себе там неделю, дайте себе 10 дней, дайте себе месяц. То есть вам нужно эту покупку хорошо обдумать. Почему? Здесь какой-то большой риск, что вы купите, а буквально через там, неделю либо 2 вы увидите более усовершенствованную модель, либо более там, доступную цену, да, то есть скидки какие-то пойдут. То есть какой-то вот такой идет подвох в этом плане. Так, романтика у вас тут вышла. Романтика у вас, хочется вам романтики, но вы ждете от мужчины, а мужчина у вас не в лучшей форме. Значит так, девочки, устраивайте романтику сами. Да, без повода, придумайте какой-нибудь повод. Мало ли каких хороших событий в вашем прошлом случилось очень много. Придумайте любую какую-то историю, вспомните и прям придумайте на нее праздник. Вам нужно вашего мужчину вытаскивать из хандры. И вам будет приятно, и он сможет расслабиться. И тут, знаете, еще какой-то вот прям такой, ну, страстью повеяло. Так что кто хочет, кто мечтает, кто думает, делайте, пожалуйста. Кстати, если вы девушка свободная, то появится на вашем горизонте человек, либо из вашего прошлого, либо просто ваш хороший знакомый, может быть, у вас были отношения, закончились. И этот человек будет вас куда-то звать, приглашать с намеком на то, чтобы осуществить страсть. Если вы ничем не обременены, да, и если вы действительно там, ну, скажем так, в качестве профилактики, да, по здоровью, почему бы и нет? Все мы взрослые люди, все мы нуждаемся в выбросе, да, лишней энергии, поэтому почему нет, соглашайтесь, проведете прекрасное время. Вы знаете, вы еще можете какие-то новые грани открыть в этом человеке. И ваше общение, вот это легкое, может превратиться даже в какой-то прям роман. Да, причем такой, знаете, не однодневный, не недельный, а достаточно продолжительный. Знаете, вот прям с продолжением история может произойти. Так, ну и еще самый главный момент, который я здесь вижу. Готовьтесь к тому, что кто-то получит прям таки признание в любви. Здесь может быть как и предложение руки и сердца, но больше похоже именно как признание в любви, предложение там встречаться, быть вместе, съехаться, сойтись. Понимаете, вот такой момент происходит. Я вижу, что мужчина, он будет прям, у него ножки будут дрожать. Если вы мужчина, либо ваш мужчина, то этого мужчину нужно поддержать. Поддержать доброй улыбкой. Не там удивляться, не делать такие огромные глаза и не бояться самой, а просто поддержать доброй улыбкой. Вы понимаете, очень важен тот момент, как вы отнесетесь к этим словам, как вы отнесетесь к этому предложению. Принимайте, девочки, принимайте. Передумать вы успеете всегда, вот серьезно говорю. А испортить атмосферу, да, испортить сам момент, ну, это легче легкого, этого не нужно. Знаете, вот
вот это предложение, оно тон задаст на вашу будущую неделю. То есть это, скорее всего, идет у нас суббота-воскресенье, у кого-то может пятница быть, при каких-то романтических обстоятельствах, там может быть ресторан, свечи, цветы, да, мужчина вот неожиданно сделает вам предложение, причем у кого-то это действительно будет очень неожиданно, прям очень неожиданно. Буквально вот вы познакомились, да, и мужчина говорит: все, люблю, не могу, давай съезжаться, давай жениться, давай венчаться. И вы просто обалдеете. И знаете, еще раз говорю, сохранитесь в этом состоянии. Это на месяц, да, может быть, даже больше вам даст позитив, вот этот блеск в глазах и желание блистать. Очень хорошее состояние. Мои милые, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.